Бахвальство никогда не было явлением интеллектуальным. Жизнь соткана из мгновений. Мгновения счастья, триумфа, печали. Они могут чередоваться между собой. Последовательность часто меняется, но главное остается неизменным – личность самого человека. Анзор Консаувич родился в Иравском районе в селении Лискен, в крестьянской семье. Его биография полна удивительных фактов. Он был 9-м ребенком. Мать родила его в 50 лет. Сама, без помощи врача. Более того, кормила его грудным молоком до 3 лет. Он был довольно крупным ребенком и всегда выделялся среди сверстников высоким ростом. Он относился с уважением и к бабушке, и к матери, в первую очередь, это понятно. Я хорошо помню, как он очень уважительно относился и к матери, и он постоянно посещал могилы и матери, и брата. Семья была очень дружная, каждый уважал, оберегал и помогал друг другу. Во время войны практически все мужчины селения ушли на фронт, в том числе и 2 старших брата Анзора Консаувича. Сам он вместе с ровесниками был вынужден работать в колхозе. Советская власть помогала им все-таки, они учились, что самое главное. Очень ребята были к учебе. Жадный до учебы, потому что, впервые, это как раз то поколение, которым дала советская власть образование бесплатное, они очень были жадные до учебы. В Лискене, откуда родом и папа мой, и мама, там оттуда и много ученых вышло. После окончания школы Анзор Консаувич поступил в педагогический институт в Нальчике, затем работал в школе в селении Хазнедон. Еще через несколько лет поехал в аспирантуру в Москву и, наконец, вернулся домой, в Горский сельскохозяйственный институт. У него, может, такой склад ума, аналитический, и который, он такой был. Любил мыслить, докапывался до глубины вопроса. Может, с этим все связано. По крайней мере, я могу сегодня сказать, что никогда никому я зла не причинил. Взыскательность я проявлял, но всегда во имя общего интереса, во имя общественного интереса. Он в жизни очень много значил. Как мой папа, мой учитель, да, можно сказать, старший товарищ. У нас были хорошие отношения. К сожалению, он рано ушел, хотелось бы побольше. Обидно то, что он в силе ушел, хотя ему было 76 лет, но он был очень крепкий. Он любил фамилию, любил своих сельчан, и помогал и студентам. Помогал, если человек мог работать, учиться, он ему помогал. Анзор Консаувич старался проводить свободное время с семьей, даже несмотря на то, что его было крайне мало. Он любил какие-то мероприятия. Там было раньше общество знания, он там был активным участником. В партийной работе он очень так занимался. В общем, был такой занятой. Тем не менее, семьей, конечно, занимался. Я несмотря на его занятость, там у меня были проблемы со зрением. И он меня там в нужный час водил к врачу на процедуру. Это в течение очень долгого времени. То есть для этого он в любом случае находил время.
Личность Анзора Консаувича уникальна. Это был не просто блестящий ученый. Многие вспоминают его как человека с большим сердцем. Вместе с ценными знаниями он научил своих студентов понимать жизнь с философской и душевной точек зрения. Анзора Консаувича, к сожалению, мне очень не хватает сегодня, когда, его уже нет с нами. Это был блестящий человек во всех отношениях, доктор философских наук, профессор, причем заслуженный профессор, очень авторитетный профессор, очень оригинальный был человек, и всегда приятно было с ним и побеседовать, и вести какие-то научные дискуссии. Анзор Консаувич отличался особой работоспособностью. Эту черту отмечали все, кто был с ним знаком. Никогда не сидел без дела, любил уходить с головой в работу. Он был очень работоспособный, очень преданный философской мысли, философской науке, в целом гуманитарии. Он оставил большой след не только в истории науки Осетии, но, можно сказать, и юга России, потому что он оставил нам прекрасные научные творения, к которым современные исследователи очень часто возвращаются, ссылаясь на его труды. Он очень много над собой работал. Даже он мне рассказывал такой случай. В их дворе, напротив их дома, находился такой же. И вот он очень много над собой работал. И один из мальчиков, из их соседей, которые жили напротив, вечером, видя его работающим в освещенном окне за рабочим столом, он говорил: мама, наверное, этот дядя очень плохо учится, потому что все время уроки делает. То есть ребенок заметил, что он все вечера проводит уже после работы и после всех, проводит над тем, что он вникает в какие-то вопросы, связанные с его профессией, может быть, не связанные, просто его интересуют как на человека. Помимо философии, Анзор Консаувич занимался и изучением истории происхождения осетинского народа. Его интересовало аланское наследие. Он изучал эту тему с разных позиций – с философской и социальной. Издал 3 объемные монографии. На их создание ушло много времени. Любил Осетию и все, что мог для этой страны сделать, сделал, потому что вот эти книги его, монографии – это большое научное наследие. Друзей у Анзора Консаувича всегда было много. Он был очень открытым и общительным человеком. Особое место занимала дружба с Василием Абаевым, выдающимся ученым-лингвистом, патриархом остинского языкознания. У них было много общего в работе и в жизни. Каждый раз, когда Василий Иванович приезжал в Осетию, а он регулярно приезжал, значит, в его так называемую команду, то есть команду единомышленников, самых близких людей, входили только несколько человек, в том числе и Анзор Консаувич. И они уезжали в различные места, в основном в горы Южной и Северной Осетии, собирали, так называемый полевой материал. Опрашивали старожил, записывали, анализировали многие традиции остинского народа. Цивилизация или новые веяния, которые вокруг нас, они не зачеркивают культурную традицию. То своеобразие, которое мы имеем. Но вот эти традиции, они не мешают нам
быть и образованными, и иметь технический прогресс. Анзор Хачиров вместе с Харумом Таказовым, они были большими друзьями, часто проводили свой отдых вместе с Василием Ивановичем Абаевым и супругой. И летом они планировали какие-то то в Карачаеве, Черкесию, то в Кабарду, то где-то, другое, третье и так далее. И как-то в один приезд они перешагнули через Русский перевал и прибыли в Цхинвал. Они вместе гуляли на центральной площади. Я узнал, что это самый лучший момент познакомиться с Василием Абаевым. Анзор Кансалович умел не просто много работать, но и правильно отдыхать. Это помогало быстро восстановить силы. Он был страшным рыболовом. Рыболовством очень увлекался в итоге. Даже вот рассказывают анекдоты о их поездках рыболовских. Да. Или занимался рыболовством, или же сопровождал Василия Ивановича, вместе с ним совершали вот такие экскурсии. Был большим таким жизнелюбом. И одновременно был очень патриотически настроенным человеком. Любое неуважительное отношение, отзыв о посетителях, несправедливо сказанное, или же оскорбление, или же научная такая-то чепуха, которая распространена и так далее, он очень резко реагировал на все эти вопросы. Перестали быть культурными, в том числе воздержанными. Наших предков всегда характеризовала воздержанность и в пище, и в других удовольствиях. Мы от этого отступаем, мы становимся невоздержанными. Он один из тех, кто доказывал, и, на мой взгляд, ему это удалось доказать, что современные осетины, как на юге, так и на севере, они являются потомками средневековых алан Северного Кавказа. Вот эту идею надо было поддерживать различными научными разработками. И вот какие-то аспекты этих разработок осуществил и реализовал Анзор Кансалович. В 60-е годы Анзор Кансалович подготовил еще одну объемную работу. Сегодня ее важность нередко отмечают коллеги. Осетинской социалистической нации. Так она называется, я по памяти, если правильно помню. Вот там он обосновал, вот как осетинская нация зародилась, как она сформировалась и как она, значит, пришла к сегодняшнему состоянию. Это достаточно сложная тоже задача. И с этой задачей, значит, Анзор Кансалович справился. Философия окутывала всю жизнь Анзора Кансаловича. Прочтенные книги и жизненный опыт сформировали в нем особую мудрость. С такой позиции он смотрел на жизнь. Когда начали работать, он в сельхозинституте, а я в СОГУ, то я о нем слышал как о блестящем специалисте, блестящем преподавателе. Около 25 лет Анзор Кансалович работал заведующим кафедрой философии в Горском государственном аграрном университете. Также был бессменным членом ученого совета. Тогда вуз назывался иначе – Горский сельскохозяйственный институт. Коллеги особенно подчеркивают авторитет профессора. Когда встречались, то видно было, как они его уважали, любили, ценили. Он был добрейшей души человек, никакой злости, злопамятства в душе у него не было. И поэтому он располагал к себе людей. Вот в самом университете он тоже был одной из самых именитых людей в то время, когда он работал. Научные труды Анзора Кансаловича были полны ценной информации. Ими пользуются до сих пор. Помимо этого, профессор пробовал себя в художественной литературе. Даже издал сборник рассказов. Он писал рассказы, он писал эссе. Он, значит, в этом плане тоже я иногда даже позволял себе делать ему не то чтобы замечания, но я ему говорил, я говорю,
Ну, всегда я ему напоминал, что если бы Василий Иванович вот так разбрасывался вот своим драгоценным временем, как вы, дорогой Анзор, ну, вряд ли бы он там добился тех успехов, которых он добился в науке. Я говорю, лучше всего в одном направлении нужно работать. Но он со мной соглашался, но всегда говорил о том, что ему это тоже очень интересно. Еще одним увлечением Анзора Кансауовича было пение в профессорско-преподавательском хоре Горского сельскохозяйственного института. Там он познакомился с Ольгой Джанаевой. Это был человек со всеми своими слабостями, со всеми своими достоинствами. Это был человек, который интересовался очень многими вещами в жизни, на которые некоторые вообще не обращают внимания, даже не связанные с его основной профессией и специальностью. Это был человек, который в любом окружении, в любой компании привлекал к себе внимание. И не только своим внешним видом, он был монументальный, мощный. Еще более монументальный и мощный был его дух. В хоре его уважали все. Для старшего он был младшим, для младшего – старшим. Даже в непредвиденных ситуациях он оставался тем, кем был всегда. У нас и были экстремальные ситуации в поездках, и везде. Везде у нас была основа, у нас была опора, у нас всегда была уверенность, что мы находимся под покровительством, не под защитой, а под покровом. Зонга рагибацан вот ханама хорифурткае мабиной нагатте вот мабазунган маю теме баута минкоскаравадей ахатса фитцак хоре вот университете. Анзор Кансауович тухай бердзорнан гезуй вот ханаматте каткен Уаздан Хестер. Ацак Хестер, камайпазагон сеоне сееватте Анзор Кансауович. Кастартихатца царун абонатте. Балчи аттан фасаранче. Ма хеоме набавахан уттак равады. Ма на артистой юманак ах феостой, ма кавкаткой заргаттой, ма Анзор Кансауович па ламбунагаттой аллогуттагидар, ма на кавкута ю размарацудой, кавка ватсауй, ма сцене карома ба карте, ма Анзор Кансауович па на фарсмалотте, ма Кавка как вот та еба фастак ма кама филваста. Нердау магаска игалзак джинада магаска май филваста май сцене не сахта. Журика етаба фатта аджа уенгалнаттын камак филвастун сот. Ма Анзор Кансауович ба махмана фарсмалотте ма намадзорой. Чуку суй. Тарсун сакану зага. Йохан хода гиттажаттай. Таймураз Тускаев познакомился с Анзором Хачировым задолго до поступления в Горский сельскохозяйственный институт. Его отец окончил факультет механизации сельского хозяйства. Сам учился у Анзора Кансауовича. Будучи ребенком, он нередко слышал о профессоре. Когда это имя произносилось, то оно произносилось с придыханием, восторженно. То есть я уже для себя представлял Анзора как большого, очень умного человека, доктора наук, философа большого. То есть он со мной уже был где-то виртуально. А потом так судьба распорядилась, что я сам тоже поступил на экономический факультет Горского сельскохозяйственного института. Вот, и уже познакомился с Анзором Кансауовичем непосредственно, как уже со своим педагогом. Он преподавал философию, очень сложный, очень интересный предмет, дающий представление о мире.
Тогда молодого студента поразил масштаб личности Анзора Хачирова. Он щедро делился знаниями со своими учащимися, детально раскрывая каждую тему. Роль философии формирования личности очень важна, особенно для людей, которые только начинали свой жизненный путь. Потому что такие предметы, как правило, даются сложно студентам. Вот, нужно бывает это объяснить на каких-то жизненных примерах, и Анзор Консалович это умел делать, но не менее важно было умение Анзора Консаловича дать понимание твоей личной роли в обществе, что ты должен делать, чтобы стать полезным обществу, и при этом, чтобы и сам ты как личность реализовал себя. Поэтому это было очень интересное и важное общение. Очень важно, наверное, в жизни встретить наставника. Быть полезным своим родителям, семье, родственникам и обществу в целом – эти мысли Анзор Консалович вкладывал в своих студентов. За это им восхищались. Он создавал представление у молодого человека о его месте в жизни. То мне опять-таки же повезло, то, закончив Горский сельскохозяйственный институт, я несколько лет работал в реальном производстве, а потом вернулся, поступил в аспирантуру, закончил ее и начал тоже свою педагогическую деятельность. И вот на этом этапе тоже мы общались, и поразило то, что Анзор был способен стать твоим ровесником. То есть уже было общение другое, не как студента и профессора, а как коллег. И был такой комфортный всегда, когда мы иногда встречались, был комфортный такой разговор. Мы говорили о жизни, о знакомых, и я ощущал, насколько важен для него мир, который вокруг него. Каждый человек. На личном примере Анзор Консалович показывал, как важно ценить людей, друзей, совершать достойные поступки, оставаясь в гармоничных отношениях с окружающим миром. Поэтому я с удовольствием вспоминаю эти годы, когда, возможно, в короткие минуты перед началом лекции мы сталкивались где-то в коридоре, заходили или к нему в кабинет, или ко мне, где ближе было, и кратко общались о жизни. Я был очень горд тем, что с парнем, которому нет еще и 30 лет, так уважительно, на равных разговаривает маститый ученый, который для меня был, допустим, в 8-летнем возрасте, в 10-летнем, 12-летнем легендой. Говорить правду в любой ситуации – таким был Анзор Хачиров. Это не всегда легко, но правильно. А он мог спокойно, в интересах общего дела, ради дела сказать, что, допустим, Таймураз, ты вот в этом вопросе не прав. И если мы будем все такими, то прогресс будет гораздо более динамичным во всем. Это я для себя подчеркнул в том, что где за правду нужно бороться. Вот. И правду нельзя предавать. Потому что с таких маленьких измен начинается разрушение личности. Одним из важнейших аспектов жизни Анзора Консаловича была любовь к родной земле, семье, друзьям, коллегам, особенно к матери. С ней у нашего героя была невероятно крепкая связь. Именно этот факт сыграл огромную роль в будущем. В начале 90-х Анзор Хачиров организовал реставрацию одного из самых важных памятников осетин – святилища Задалески-Нана. На момент реставрации Анзор Консалович проживал в доме Хадижа Аттикоевой.
Также активное участие в этом процессе принял Таймураз Тамаев, председатель общественной организации по сохранению культурного наследия осетинского народа. Их поддержали много неравнодушных людей. Каждый помогал, чем мог. Согласно легенде, после нашествия татаро-монгол, женщина, которую звали Нана, собрала более 30 аланских детей и увела их в горы. Таким образом, ей удалось спасти представителей аланских племен. Задалешки Нанай Хазара Кабарраги Никалдай. Фал мана Евростигиба экспедиция сюда едемай городай. Махеот хачерти Анзор Сахатзаттай, утта Тамати Таймураз стандарта бираттанца. Махеодай хачерти Таймураз кайе Ахимарайста, азданай Исрабзаканзананзага. Мой балкоsun райдатта май балфакуста Артанжи. Май балфицак архутта идите е студенти. Цар студенти аттанца унабауди канон. Хеуттай балкоsun нахибитчеута дари балкоsun райдаттунца ма хеутемай уже равзакану жага хеутта жеуганта дарбая горида Анзор ма жеуганта даррацаюнца Мурити Юркин, Екати Ширгу, Малити Заур, Кейсати Марка, Бузойти Гриша, Малити Леонита, ма Хиднита дар нахи унта бали бундар кустунца нахи унта байбл. Реставрация райдатта 93 гудди. Май был фокустунца Артанжи. Майн иску хеват уже кусткуфацанца е ба аттай 96 год. Майн хеват открытияттай, ма хабарбирадан шаттай, кутфазагун саута. Хевта Анзорня нехаткута хевта абоне фастамайн артакери кунт саудзанай августи фицак сабати. Анзор хео хан лагаттай ма аваджи вахан лаган аваджи бунаттар мартидар кудисага лаккеута кутфазагу хеута хабардисаги адай ма гаттай аттай простойлак хео хан лагаттай ма задалешки гай аваджи хейцан йогурейдер манхатар бангун коутахи ахима йогурейдер афсаттони тамацардай матеума ما تايرة متفكني ده تايرة ما ميشين كميزعك ما إن تايرة باوتا ورتزاق بيتش بلزاق دميش ما يجكرايش هيو خم برستوي لقاتي هيو خناتي ما قاتي أنظر خبر دي الساقاتي ما قاتي هذا نخطز باتسر مين راجني كيني ياخستاي ده ما تا كوسك با ستودنت خطز ما نخي هذا نخطز يوتكوتا ما أخيت من هاتراسر في ده. Каждую первую субботу августа в селении отмечают праздник, посвященный Задалеске Нана. Ежегодно за организацию этого мероприятия отвечают 3 дома. Сюда приезжают не только жители республики, но и осетины, проживающие в Европе. Торжество начинается с осетинских танцев, песен, стихотворений. Затем разыгрывается небольшая сценка, которая рассказывает гостям о жизни Задалески Нана. ما عطوشي مرتونسا كوفونسا ما سخيب الفزخسونسا من مزاري وتي تودون لكتر مادان أخيف سخيف يرون خدا فالدان أنا بالرافزخسون باخين يرون خكوت تازكا ما ينالي أنظر فكانون سرتك إيري فك خبر بيرادني ورتيما بيلقي تماي تيدر الباتسونسا هيوخن ناناي فرشفير باستانزكا هيوتا Алант. Хода гумяты открыты даринис кута, мана махуза дарис, далайн открыты куда ты хеет, дарил гудар шаттанца.
мо хабар бирадана тай заргаши куттун сананай зар мана лактиквар мана согуйде зар иди лактахи тай зар тунца ич юзар хабарастур када инфаккана назуран айда ватна фалманур дар че кувдини ереми сон цанзури вахан куфт нараев гудай мана мараев гудай задалешки хеохан каур лаварта мараварта. Анзор Кансаович попросил Зинаиду Текоеву сделать в святилище доску почета с фотографиями многодетных матерей селения Задолеск. Анзор Хачиров оставил невероятно глубокий след в науке, в сердцах людей и в истории Северной Осетии. Его имя никогда не предадут забвению. И мне вообще представляется, что к его творческому наследию еще будут возвращаться.